Тем временем республика готовится к проведению главного лыжного старта этого года. Глава республики обратился к жителям Коми, рассказал о предстоящем спортивном празднике «Лыжня России». Она пройдет в ближайшие выходные. Уважаемые жители республики, добрый день, Бурлун. Сегодня я хотел бы остановиться на теме спорта. В ближайшие выходные в республике состоится всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Сотни и тысячи людей выйдут, как обычно, на лыжню целыми семьями, коллективами. Ну и надеюсь, что погода не станет помехой. Я тоже планирую выйти вместе с семьей. Тем более, что я уже говорил, что в прошлом у меня достаточно большая лыжная история. Ну и ребятишки стали на лыжи. Я думаю, что мы точно совершенно свой километр пройдем. В Сыктывкаре «Лыжня России» пройдет на нескольких площадках. Первая – это лыжная база спортивная за железнодорожным вокзалом, также в Выжве, Красном Затоне и Верхней Максаковке. Республика готовится к проведению всероссийских соревнований по лыжным гонкам с 26 февраля по 3 марта 2021 года. Мы будем принимать у себя финал Кубка России. Соревнования пройдут на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В них примут участие сильнейшие спортсмены страны, победители и призеры Олимпийских игр, мировых первенств. И, конечно, наши лыжники, представители Республики Коми, за которых мы все будем болеть на домашних стартах. Наша республика по праву считается одним из ведущих лыжных регионов страны. Наши спортсмены всегда на ведущих ролях в мировых лыжах, и этот год не исключение. Юлия Ступак в этом сезоне уже неоднократно становилась победителем и призером гонок на этапах Кубка мира. Ермил Вокуев успешно покоряет марафонские дистанции. Илья Семиков стал обладателем бронзовой медали в составе мужской эстафетной сборной на этапе Кубка мира в Финляндии. Очень долгое время в республике действовали ограничения на проведение различных спортивных мероприятий. Я говорю в первую очередь о закрытых залах. И сами спортсмены и болельщики, конечно, очень истосковались по спортивным состязаниям, по баталиям. И мы провели достаточно большую работу, я вам о ней рассказывал, и в части раннего выявления, и большого количества именно проведения лабораторных исследований, чтобы как можно больше выявить и разобщить пациентов, с тем, чтобы эпидобстановка, которая была у нас еще там 1,5-2 месяца назад, очень сложная и нестабильная, перешла в управляемую. Вот поскольку мы эпидобстановку с вами все вместе перевели в управляемую, это позволило внести нам на оперативном штабе предложение, и было поддержано указ о снятии ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, именно в части проведения спортивных мероприятий с участием болельщиков в закрытых спортивных сооружениях. Конечно, пока мы это делаем с ограничениями, то есть мы пока разрешили только 30% заполнять трибуны с болельщиком, но лиха беда начала, и это очень важный шаг. Это было очень важно сделать. Болельщики, как я уже сказал, просили об этом, и мы очень рады, что мы смогли вот такое решение принять. Еще хочу подчеркнуть, что мы очень серьезно относимся к укреплению материально-технической базы спортивных школ, в том числе и спортивной школы Олимпийского резерва. Это там, где готовится смена сегодняшним нашим чемпионам. Там воспитываются лыжники и биатлонисты. В прошлом году сюда были приобретены, в эту школу, большое количество инвентаря для подготовки к спортивному сезону, для участия в соревнованиях. В школе закупили лыжи, роллеры, кроссовки, лыжные палки, винтовки и пульсометры. Во многом улучшению базы, конечно же, поспособствовал федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Это национальный проект «Демография». Спортшколы республики в 2020 году в рамках нацпроекта получили необходимый инвентарь на сумму более чем 10 миллионов рублей. В этом году эта работа будет продолжена. На обновление материально-технической базы
региональных спортивных школ выделено почти 8 миллионов рублей. Сегодня мы стараемся развивать не только профессиональный спорт, но и массовый, понимая, что спорт – это норма жизни и спорт – это здоровье. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы все мы занимались спортом, чтобы мы выходили на лыжи, чтобы мы занимались своим здоровьем и укрепляли его именно через здоровый образ жизни.